Ставки на спорт! 1xBet! Большие выигрыши! 1xBet! Быстрые выплаты! 1xBet! Надежный букмекер! 1xBet! Букмекерская компания. Ты счастлив, что ты в Беллаторе? С какой стороны ни взгляни, даже несмотря на то, что ты не в UFC, дела у тебя идут неплохо. Правильно? Да, на 100%. Мне не на что жаловаться. У меня бой в Лондоне, на котором, как я слышал, будет выступать Крокоп. И это уже неплохой карт для того, чтобы туда еще кого-нибудь пригласить. Ну, например, там могут быть местные английские бойцы. Короче, это будет прекрасный карт, особенно для европейского рынка. Да, все так, это Bellator 200, на котором ты будешь драться за титул. Хотел бы спросить тебя вот о чем. В прошлый раз мы с тобой общались в понедельник после твоего дебюта против Александра Шлеменко. И ты был очень-очень злой. Люди до сих пор напоминают мне о том интервью, где ты предлагал хейтерам отсосать и все такое. Я знаю, что прошло несколько месяцев, и все-таки... Ты немного успокоился, или ты до сих пор чувствуешь себя так же? Если я тебя спрошу снова об этом, ты будешь отвечать так же, как тогда? Нет, послушайте, я посмотрел тот бой, и если бы я действительно проиграл, я бы честно так и сказал, что я проиграл. Но я могу сказать, что определенно выиграл 2 раунда из 3. Мои выводы полностью согласуются с судейским решением, поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что я выиграл тот бой. Поэтому я... не вижу смысла тут ничего обсуждать. Конечно же, часть фанатов, особенно русские, естественно, они будут принимать сторону Александра, но что есть, то есть. Я эту победу с собой в могилу унесу, поэтому тот, кто проиграл мне, пускай теперь с этим живет. Пускай идут нахуй. Что я еще могу добавить? Когда ты пересматривал тот бой? Если брать в общем, понятно, что у тебя были неприятности в первом раунде, и тебе пришлось справляться с ними. Но в общем и целом, ты доволен своим выступлением? Пусть даже и в такой ситуации. Нет, конечно, я недоволен своим выступлением. Тот первый удар, которым он поймал меня, сломал мне орбитальную кость, и мне пришлось клинчевать, вязать его, удерживать. И при этом я выиграл 2 раунда из 3. С одним глазом. Я и тогда верил, что как боец я лучше, и сейчас я точно так же думаю. Но с одним глазом я сделал все, что мог. Я думаю, что если бы я не получил эту травму, я бы выиграл все 3 раунда. Если бы не эта травма. Просто иногда все идет не так, как ты рассчитываешь. Это бой, когда клетка закрывается, у каждого есть шанс. И он поймал меня, что еще тут скажешь? Говно случается. Со времени этого боя о тебе ничего не было слышно, ты залег на дно. Чем ты занимался с тех пор, как вернулся домой? Когда пришел в себя, отдохнул? Сначала я был у врача. Сразу после боя я не знал, что с моим глазом, я думал, что могу потерять его. Врачи обсуждали между собой всякие странные вещи. Люди ведь не видят того, что происходит после боя. Но сейчас с моим глазом все в порядке. Я поправился и уже тренируюсь в полную силу. И я не сомневаюсь, что заберу этот пояс. Люди могут осуждать меня за какие-то мои предыдущие бои, но они не выходили против 2 сильных соперников подряд. Поэтому я не собираюсь париться о том, кто и что там говорит. У тебя была операция? Нет, доктор сказал, что в данный момент я не нуждаюсь в операции. Мой глаз выглядит теперь немного иначе, но, может быть, я исправлю это после завершения карьеры. Чисто из соображений красоты. Что значит выглядит иначе? Что ты имеешь в виду? Да ничего страшного, но форма теперь немного другая. Ты видел бы Рори Макдональда? Я знаю, что ты вроде что-то отвечал ему после своего боя. Ты видел, как он отобрал пояс у Дугласа Лимы? Не, я немножко пропустил это все. Он в любом случае круто выступил, но... Я не из тех парней, которые сразу идут в интернет и пишут там всякую херню. Рори Макдональд прикольный парень, он мне очень нравится, на тот случай, если вы этого не знали. Но если в этом бою я держу победу, то Рори может выйти против меня и показать все, что он может. Но бой выйдет коротким, он меньше меня, он очень подходит мне по стилю. Так что, скорее всего, я надеру ему задницу.
Это то, о чем ты мечтаешь? Выиграть титул в среднем весе, а потом драться с Рори? Да, это легкий бой для меня. Я люблю легкие бои. Легкий бой? Ты думаешь, бой с Рори будет легче, чем бой с Карвальо? Нет, конечно. Карвальо сильный боец, и Рори тоже. Просто после боя с Карвальо, Рори это был бы идеальный вариант. Что ты можешь сказать о Карвальо? Можно ли его причислить к лучшим средневесам планеты, потому что ведь он не дрался в своей карьере с топовыми соперниками. А ты дрался с кем только возможно, и в UFC, и за его пределами. Как ты оцениваешь его уровень? Мне кажется, что если бы он дрался в UFC, то наверняка бы входил в топ-5. Скажем так. В топ-5, в топ-10 точно бы входил. Но вообще, он настоящий чемпион, чемпион по праву. Очень техничный, не проигрывал, по-моему, с 2011 года. Уверенный в себе. Так что да, это сильный соперник, он чемпион по праву, но я собираюсь пойти и отобрать у него этот пояс. В среднем весе в UFC сейчас такая ситуация, что некоторые говорят, если бы ты был там, ты бы мог получить бой за титул. Ты не думаешь, что ушел и потерял какие-то возможности? Нет, ты должен сам управлять своей судьбой и своей жизнью. Что тут можно сказать? Я выбрал тот путь, который был лучше для меня самого. И сейчас я дерусь за пояс в Bellator. Лично для меня, я точно так же дерусь за пояс. Если у меня все получится, то передо мной откроются другие двери. Я могу пойти в полутяжелый вес. И могу попытаться завоевать пояс там. Поэтому все эти вещи, они немного отличаются. Если я хорошо покажу себя в этом титульном бою, то я смогу добиться большего. Вот такие цели. Переведено и озвучено специально для Best of MMA. Подписывайся.